Каждый год Министерство транспорта России предоставляло Абхазии тысячи бланков, которые давали разрешение на въезд грузового транспорта. Речь идет о пассажироперевозках. Документ, который в народе еще называют дозволом, позволяет перевозить в Россию пассажиров на микроавтобусах, в которых более 8 мест, и, собственно, автобусах. В летний период, самый разгар курортного сезона, когда каждая минута на солнцепеке дорога, документ упрощал въезд и выезд абхазского перевозчика. Ежегодно количество бланков менялось. Например, в этом году Абхазии было выделено немногим более 11 тысяч бланков. В 2015 году было выдано 14 тысяч разрешений. В 2016 году было выдано 15 700. А в 2017 год я работал 11 500. Мы совместно с Минтрансом Российской Федерации прорабатываем разные варианты, чтобы было комфортно работать и нашим партнерам Российской Федерации, и нашим перевозчикам. До конца года еще более 2 месяцев, а бланков учета уже в наличии нет. Это не значит, что пересекать границу перевозчики не смогут. Вот только делать это, как раньше, с легкостью не получится. Создавшуюся ситуацию транспортники обсудили на встрече в Москве. Пришли к единому мнению, что есть недоработки, которые необходимо устранять. Мы провели сверку. В 2017 году было выделено Республике Абхазия 11 500 бланков разрешений. Мы отчитались об их использовании, и анализ показал, что были погрешности. Представитель Минтранса России рассказал, что пересечение госграницы при наличии бланков учета – общемировая практика. Документ разрешает пассажироперевозки из одного государства в другое. Здесь речь не идет об особом отношении к Абхазии. Есть требования, которые применяются ко всем, отметил Анатолий Демин. Сокращая количество выдаваемых разрешений, преследует какую цель? Преследуется цель, что, во-первых, надо нормализовать эти отношения. Определить перевозчиков немаловажно является, так сказать, вопрос обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках. На сегодняшний день регулируемых маршрутов у нашей страны с регионами России 16. 8 из них не выполняются. Представитель Минтранса уверен, что эту деятельность нужно реанимировать и развивать. Конечно, есть там причины, связанные с сезонностью перевозок. Всем понятно, что основная составляющая – это курортный комплекс, привлекает в Абхазии сегодня других гостей, которые к вам приезжают. То есть вопросы, над которыми надо будет поработать нам или в реанимации этих перевозок, скажем так, по этим маршрутам, или их сокращению. То есть мы обговорили вопросы и уже в рабочем порядке будем этими вопросами заниматься. Минтранс России в будущем планирует сокращать количество бланков учета, выдаваемых Абхазии. Делать это будут постепенно и безболезненно. Чтобы система работала полноценно и без сбоев, Минтранс России считает, что в первую очередь необходимо упорядочить работу перевозчиков. Анатолий Демин в создавшейся ситуации винит самих перевозчиков, которые многие годы не совсем серьезно относились к работе системы. Министерство транспорта любой страны, выдавая разрешение, хочет, чтобы на ее рынке международных перевозок работали только национальные перевозчики, но готова мириться с паритетными перевозчиками той страны, откуда или куда едут пассажиры. И абхазы, и россияне защищают свой рынок автоперевозок от перевозчиков других стран. Хотят отдать работу своим перевозчикам, чтобы те платили налоги дома и создавали рабочие места. Позицию наших перевозчиков до руководителя Минтранса Рабистан Габлия довел. Долго спорили, изучали и решили. Выход будет найден. Нисфарш Бабислан Джинджулия, Абхазское телевидение.